Мудрость счастья. Звучит красиво, правда? Но что, если за этим названием стоит текст, которому почти 1000 лет и который до сих пор определяет целый народ? Сегодня мы попробуем раскрыть тайны именно такого текста и его удивительной силы. Вот в этом-то и главный вопрос. Как так получается, что книга, написанная на минуточку в XI веке, может быть ключом к пониманию целого народа сегодня? Давайте разбираться, как мудрость прошлого формирует наше будущее. И эта книга «Кутадгу-Билик». Название, кстати, переводится как «знание, дарующее счастье». И, знаете, это не просто какая-то красивая фраза. Нет, это, по сути, вся философия этой книги в 2 словах. Именно ее мы сегодня и будем раскрывать. Итак, наш первый шаг — это путешествие в прошлое. Давайте перенесемся почти на 1000 лет назад, чтобы понять, как же вообще появилась эта удивительная рукопись. Просто представьте себе, 1069 год. Это же эпоха крестовых походов, время становления великих империй. Совершенно другой мир, который нам сегодня даже сложно вообразить. И вот именно тогда, в то самое время, и появляется эта книга. И вот что поразительно. У нас ведь нет какого-то одного цельного оригинала. Все, что известно об этой книге сегодня, это результат кропотливой работы по сопоставлению 3 разных рукописей. Причем найдены они были в совершенно разных частях света. Одна в Ферганской долине, другая аж в Карире. Это же о многом говорит, правда? О том, как далеко разошлись идеи этой книги. Ну а самой полной считается именно ферганская рукопись. Но не стоит думать, что это просто какой-то пыльный манускрипт из архива. Вовсе нет. Для современных уйгуров эта книга — это, можно сказать, духовный компас. Самая настоящая основа их идентичности и культуры. То есть это живая история, а не просто музейный экспонат. Так в чем же ее секрет? Что такого особенного в этой книге? Давайте заглянем, так сказать, под обложку и посмотрим на ее ключевые идеи. Идеи, которые оказались настолько мощными, что прошли проверку временем в целое тысячелетие. Самое главное, что нужно понять, это концепция кут. Смотрите, в древнетюркском языке это одно слово означало сразу 2 вещи, которые мы привыкли разделять — государство и счастье. А вот для авторов Кутадгу-Билик эти 2 понятия были просто-напросто неразделимы. И, по сути, вся книга говорит об одной, но абсолютно революционной для своего времени идее. Цель государства — это не власть ради власти, не бесконечное завоевание, а счастье его народа. То есть государство обязано делать общество счастливым. Только вдумайтесь, как это звучало в XI веке. Идем дальше. Вот еще одна просто поразительная для того времени мысль — верховенство права. То есть закон превыше всего. Не воля какого-то конкретного правителя, а именно закон. И даже самый всемогущий правитель обязан ему подчиняться. Но это же полная противоположность абсолютизму, который был нормой практически везде в ту эпоху. Хорошо. А что насчет самой природы человека? Книга говорит, что никто не рождается изначально хорошим или плохим. По-настоящему людьми, мудрыми и добродетельными мы становимся только благодаря одному — знаниям. Через обучение. Чтобы по-настоящему оценить, насколько это было прогрессивно, давайте просто сравним. Вот, например, Аристотель. Он считал рабство чем-то естественным. А Кутадгу-Билик, который появился на 1500 лет позже, в корне фундаментально отвергает саму идею рабства, то есть он утверждает равенство всех людей. Возникает логичный вопрос. А откуда вообще взялись все эти, на удивление, современные идеи? Давайте попробуем проследить, на каком таком интеллектуальном перекрестке родилась эта книга. И здесь прослеживается довольно четкая линия. Смотрите, сначала была греческая философия, Платон, Аристотель, потом их идеи переосмыслил великий исламский ученый Аль-Фараби, а уже затем эта мысль легла в основу Кутадгу-Билик, где получила совершенно новое уникальное звучание в уйгурском контексте. И в итоге получился такой, знаете, уникальный интеллектуальный коктейль, настоящий сплав. Здесь и греческая мысль, и исламская философия, и, что крайне важно, доисламские, буддийские традиции самих уйгуров. Это же, по сути, мост между великими культурами и эпохами. И вот что любопытно. При всем этом многообразии влияний в книге практически нет следов китайской философии, ни конфуцианства, ни даосизма. И это как бы подчеркивает ее совершенно особый уникальный путь развития, путь, который был связан с греческой мыслью, исламским миром и буддизмом. Хорошо,
Все это, конечно, было 1000 лет назад. Но главный это вопрос, почему эта книга так важна именно сегодня, в наше время? Дело в том, что для современных уйгуров эта книга — это не просто текст, это живой символ. Во-первых, это доказательство их собственной самобытной культуры и философии. Во-вторых, это своего рода ответ в затянувшихся исторических спорах. Это также модель справедливого государства, некий идеал. И, конечно же, это огромный источник национальной гордости и стойкости. Это та самая живая философия, которую и сегодня преподают в школах. Так что, получается, эта книга совсем не реликвия. Это скорее компас. Компас, который и по сей день указывает путь. Он формирует мировоззрение, определяет устремления целого народа, и, что самое главное, он связывает их тысячелетнюю историю с их будущим. И вся эта история, конечно, заставляет задуматься, какие еще древние идеи, может быть, не так очевидно, но все же продолжают формировать тот мир, в котором мы живем. На этом сегодня все. Спасибо.